Так, дорогие друзья, коллеги, спасибо большое, что присоединились. В принципе, аудитория собралась хорошая. У нас очень достаточно много друзей, знакомых, близких, коллег, которые присоединились к нам в зале, сидят сейчас и смотрят. Сегодня мы проведем вебинар на тему Social Media Marketing для таджикских медиа. Вебинар ведет Фарход Ахматов, один из, на наш взгляд, лучших специалистов в области social media маркетинга, человек, который обладает большим опытом, большими знаниями, и в этом вы сегодня сами убедитесь. Ну, давайте я пока начну представляться, все равно люди еще подтягиваются. Мы не сразу начнем, наверное, с презентации, чтобы все успели послушать. В общем, как успели сказать, меня зовут Фарход Ахматов, я маркетолог, диджитал-маркетолог, занимаюсь SMM, кроме этого всего, и продвигаю некоторые бренды у нас в Таджикистане в социальных сетях. Окей. Коллеги пригласили, попросили поговорить об этом сегодня. Почему? Потому что это очень важная тема, особенно у нас в Таджикистане, особенно сейчас, потому что это очень сильно развивается. И то, что я не из мира журналистики, в этом нет ничего плохого, потому что SMM, он и в Африке есть SMM, и для журналистов, и для прочих людей. Но есть некоторые моменты, тонкие моменты, которые именно вам уже они больше подходят, которые нужно учитывать. Это связано с ранжированием и прочими моментами. Именно в Facebook и в социальных сетях, которые в Таджикистане очень популярны. Я думаю, презентацию все видят. Здесь я тоже параллельно буду включать, чтобы люди, которые здесь участвуют, тоже ее видели. О чем мы сегодня будем говорить? Будем говорить о том, как продвигать медиа в социальных сетях. Именно в тех социальных сетях, которые сейчас на данный момент очень популярны в Таджикистане. Окей, у нас на повестке 5 вопросов, 5 таких мини-тем, тезисов, о которых мы будем говорить. Первое – это какие платформы эффективны в Таджикистане и где сколько делать публикаций. В общем, это самые часто задаваемые вопросы, которые бывают не только у журналистов, а в общем у всех, которые ведут социальные сети. Это самые часто задаваемые вопросы. Правила эмодзи лонгридов – тоже очень важный момент. И опять-таки потом ответ на вопрос, почему это на данный момент так важно. Мы поговорим о видео в социальных сетях, который стал трендом в начале прошлого года и становится все популярнее и популярнее до сих пор, несмотря на то, что у нас хороший интернет, но можно сделать еще и лучше. Окей. Потом еще один немаловажный вопрос, почему социальные сети банят. Это ночной кошмар для многих людей, в том числе и для меня. Почему они меня банят и как сделать так, чтобы вас не банили. Например, у меня был аккаунт, который забанили, и 2 года я уже не мог к нему никак уже прийти, не продвинуть, ничего сделать. Окей, это уже будет по опыту. И последнее, я отметил красным цветом, это как создавать и настраивать рекламу. Почему я отметил красным цветом? Потому что эта тема отдельно, она очень большая, и скорее всего, как мы договорились, мы его переведем на второй вебинар уже. То есть второй, когда мы уже поставим, там о нем будем говорить. Потому что на него, на самый этот уже... На саму рекламу где-то час-полтора часа нашего точно. Сегодня мы не будем говорить, что такое SMM, почему он важен, потому что мы об этом постоянно говорим, и мы об этом постоянно слышим. Я думаю, все, которые сегодня собрались, аудитория, которая этого вебинара есть, они так это уже все знают. То есть именно вводная часть таковой с моей стороны не будет. Что такое SMM, ее важность, потому что мы уже все это так и так понимаем. Первый вопрос у нас, который будет, это... Какие платформы эффективны в Таджикистане и сколько делать публикаций? Вопрос, как мы сказали ранее, очень важен, потому что социальных сетей очень много, и мы все стараемся быть везде и сразу, но опять-таки лучше знать именно какая социальная сеть нам подходит и почему должны там быть, и сколько делать публикаций в день. На этот вопрос многие отвечают по-разному. Я часто слышу, как говорят, оптимально это 5, это 7, это 10, это 15, это 1. Я отвечу то, что все люди правы, то, что это говорят, и в то же время все люди не правы в этом моменте. Почему? Потому что у каждой социальной сети, у каждой компании или у каждого СМИ своя аудитория, своя активность и у каждого своя работа. В общем, этот вопрос, он очень индивидуальный и нужно смотреть. Первый вопрос я хотел бы задать именно этой аудитории, которые сейчас собрались, чтобы я об этом не рассказывал, что такое маркетинг в социальных сетях и почему он так важен. Может кто-нибудь ответить кратко? Маркетинг в социальных сетях. И почему он так важен?
Ну, потому что сейчас люди все в основном в социальных сетях сидят, и Окей. важно, потому что прямой выход к целевой аудитории получается. Окей. Самый короткий путь. Самый Самый короткий короткий путь, и потом можно узнать предпочтения своей аудитории, можно напрямую с ней общаться. И обратно связаться. Обратная связь. Окей. Без посредников. Без посредников, напрямую с аудиторией вы общаетесь, и самый лучший момент здесь хороший таргетинг. Допустим, представьте, что мы идем по базару, мы должны, если мы продавец, если я продавец на рынке, я должен общаться с каждым индивидуально, с каждым отдельно, и каждого попросить купить. А именно здесь можно выбрать, кому точно показать свой продукт. То есть не нужно всем подряд говорить, всех подряд просить. Есть определенный продукт, есть аудитория, ее можно найти. Именно социальные СМИ нам помогают это сделать и быстрее, и эффективнее. Окей. Следующий слайд. Давайте тогда сразу начнем. Какие платформы... здесь нету этих анимаций. Это плохо. Окей. Какие платформы эффективны в таргетировании, сколько делать публикаций? У меня презентация была в анимациях, то есть я нажимал, и цифры появлялись, но, к сожалению, придется... это будет проблемой, потому что там некоторые элементы поверх друг друга стоят. Не знаю, посмотрим. Окей, самое первое. Давайте посмотрим, сколько по цифрам, сколько у нас пользователей в таргетировании. По последним данным, которые я получаю, стараюсь получать из авторитетных ресурсов, таких как Buffer и таких как Social Media Online, таких как Social Media Marketing Online, Digital Course Online, они дают такие цифры. Можно узнать то, что на данный момент сколько у нас есть пользователей, интернет-пользователей в Таджикистане и в каких социальных сетях они сидят. Окей, как мы видим в Одноклассниках, это на первом месте, да, это Америку не открыли, 858 тысяч людей там сидят, потому что мы им начали пользоваться раньше, чем Facebook, Instagram и тем более Твиттером и прочими социальными сетями. На втором месте стоит Instagram, 371 тысяча. На третьем месте ВКонтакте 356 и на последнем месте всеми нами любимый Facebook 216, который иногда кажется более активным, чем Одноклассники, в которых в 4 раза больше, да, 3-4 раза больше подписчиков, юзеров. Окей. И чтобы понять, какая социальная сеть самая эффективная, я решил зайти на страницу Цукерберга и полистать, о чем он пишет. О чем пишет этот человек, как-никак он основатель этой социальной сети, и как он сам видит, допустим, свою самую большую на данный момент социальную сеть. Вернемся, давайте тогда к этому слайду. Сколько у нас цифр я показал. Одноклассники на данный момент лидируют 858 тысяч, и каждая соцсеть в этих, и каждая компания, каждая СМИ должна найти свою социальную сеть, именно где их аудитория сидит. Да? То есть нельзя сказать то, что в Фейсбуке мало людей, и это менее эффективно, чем Одноклассники. Все зависит от социальных сетей. Я могу сказать даже то, что Твиттер, которому у нас нет почти подписчиков, для кого-то он может быть эффективным, потому что их аудитория сидит там, допустим. Опять-таки это зависит от вашей целевой аудитории. И в общем, когда я наткнулся на эту публикацию Цукерберга, что я узнал, то что 2 года назад они решили изменить некую политику своей компании по ранжированию. Что они решили изменить? Раньше Facebook как работал? Возьмем Facebook, к примеру, да? Главная суть Facebook была в том, чтобы связать компании, в наш момент СМИ, допустим, с их аудиторией. Поэтому люди видели в основном публикации компаний, публикации СМИ, публикации, не знаю, организаций и прочее, да? И то есть это было не person to person. И 2 года назад они решили это изменить. И что в итоге есть? Во главе всего теперь стоят семейные ценности в Фейсбуке. Потому что это место, где люди заходят, проводят больше всего своего времени. Даже я, например, у меня стоит в Фейсбуке ограничение, когда я сижу более 1 часа, мне приходит оповещение. Вы уже просидели сегодня час. А час ночи уже это оповещение приходит. То есть я уже с 12, там уже этот лимит исчерпал, все люди сидят там. И они решили изменить этот момент, и теперь более идет на person to person, то есть люди теперь будут видеть в первую очередь публикации своих друзей, своей семьи, своих близких, родных и прочих, нежели публикации компаний, организаций, СМИ и прочих. То есть в первую очередь люди будут видеть публикации людей. Это хорошо для пользователей, но плохо для нас. Почему? Потому что с момента, когда эта публикация появилась у Цукерберга, на 50%, можно сказать, полностью упал охват. На 50%. Я помню этот момент, когда все обращались к маркетологам, к друзьям маркетологам, знакомым, со мной знакомые тоже общались, на 50% действительно охват упал. И вот тогда задавались вопросом, почему это случилось? Потому что Facebook изменил свою политику. Теперь идет во главе всего стоять семейные ценности.
И поэтому до этого, если помните, у нас во всех социальных сетях были акции «Поставь лайк, поделись», да? Почему это было? Потому что тогда лайк имел значение, большое значение. А сейчас уже нет, сейчас на первом месте стоит комментарий. Почему он стоит? Потому что лайк поставить это полсекунды, потратить свое время, зайти, написать комментарий, еще о нем подумать, как его сделать грамотнее, это уже время. И Facebook думает, если человек потратил свое время, написал комментарий, значит контент очень интересный. Поэтому сейчас многие СМИ, которые на Западе есть, они после своей публикации в первом комментарии пишут, а что вы думаете? И так далее, чтобы людей привлечь к комментариям, чтобы заставить их что-то писать, говорить. И так Facebook будет высчитывать вас как интересный контент. И в конце я вам покажу, как в итоге ваш контент будет распространяться, как быстро, какими темпами. И в итоге этих изменений что случилось? На 24% увеличилось количество публикаций во всем мире. То есть это 20 тысяч публикаций каждый день новых появилось. Этот ответ к какому вопросу? Сколько делать публикаций? С того момента, как во главе всего поставили семейные ценности, вот с того момента теперь эффективно делать больше публикаций. Это теперь тренд. Публикации делать можно и не нужно бояться. Кто, может, знает, у Facebook есть специальные курсы для журналистов. Как продвигать, как продавать, как работать в СМИ, в социальной сети Facebook, да? Есть такой курс. И именно там директор, который занимается именно по новостной ленте, он предлагает делать больше публикаций, не нужно бояться. Если взять самое оптимальное для коммерческих компаний, это на данный момент 5 публикаций, но есть один такой важный момент. Все мы где-то читаем то, что нужно делать сколько публикаций, 5, 10, 13, как я вначале сказал. Это все правда, и это все неправда одновременно. Почему? Потому что только ваша аналитика социальной сети может сказать, сколько публикаций вы должны делать. Если 5 публикаций хорошо для Азии+, это не значит, что 5 публикаций хорошо для Интерньюз и так далее. Мы должны зайти в нашу аналитику Facebook, и мы сейчас покажем, я надеюсь, мы сможем показать, да, где смотреть, чтобы понять, сколько делать публикаций. Именно аналитика нам приказывает, сколько делать публикаций. То есть есть СМИ, которые делают по 20 публикаций, и это нормально, охват не уменьшается. Это отлично. Кстати, вот хотя бы на безрыбье и рак рыба. Отсюда посмотрим. Окей. Чем больше публикаций, тем лучше. Окей, смотрите. Мы можем зайти в аналитику Facebook, мы можем зайти в Facebook, нашу страницу, и там есть раздел «Статистика». Запоминаем это место, раздел «Статистика». Дальше, из-за того, что я не могу показать, я просто говорить буду, мы заходим вниз, и есть раздел «Публикации», если на русском говорить, или у кого на английском «Пост», да? И там можно посмотреть, в какие дни ваша аудитория больше всего активна. То есть, если вам говорят то, что prime time это 9 часов вечера, когда все домой идут, это не факт. Мы заходим в эту аналитику и смотрим, когда наша аудитория, которая подписана на нашу страницу, когда они активны. Возможно, это 12 ночи, возможно, это 5 утра. То есть вот отсюда, к сожалению, нельзя увидеть и нельзя передать. Отсюда можно понять, сколько делать публикаций. Именно вот эта часть может сказать, сколько нам делать публикаций. Это может быть 10 в день. Мы продвигали одну компанию, в которой нужно было делать 10 публикаций в день. Такая компания была. Потому что у нас аудитория была очень живая, она была постоянно онлайн, потому что мы продвигали одну очень полезную для людей информацию, и все следили. Окей, все следили, все ждали новый контент, новую публикацию. И вот поэтому только вот эта аналитика может сказать, сколько публикаций это оптимально. Чем больше, тем лучше, для кого-то да. Тем меньше, тем лучше, для кого-то да. Но именно это нужно делать, исходя из аналитики. Когда я только начал это изучать, у меня везде была цифра 3, 4, 6. Но это не так. Самое главное, это аналитика, которую нам показывает наша социальная сеть. Это можно посмотреть в любой социальной сети, где, когда, у кого какие подписчики активны. Окей? И вот, например, у меня в примере своя страница есть. Здесь, наверное, можно увидеть, есть своя страница, где можно посмотреть, в который час, сколько моей аудитории, они живые, они онлайн, они активны. Например, в 14:53 у меня 700 подписчиков, они активны, они онлайн. И в 14:43 786. То есть в одно и то же время, с промежутком в 5 дней, одинаковое количество. То есть можно понять, когда у меня подписчики онлайн. Вы делаете статистику, допустим, одной недели, смотрите вот эту неделю, когда у вас были онлайн, потом сверху делаете со следующей недели, значит, каждый вторник в 3 часа мои подписчики онлайн.
вот в этот день нужно делать, вот в это время нужно сделать публикацию. Не потому, что я это прочитал где-то в каком-то ресурсе, на каком-то сайте, а потому что мне это говорит моя аналитика. Окей? Вот отсюда и можно посмотреть, отсюда можно понять, сколько нужно делать. Вот хороший вопрос. Это есть тема, эта тема на повестке дня. Мы о нем тоже скажем. Есть даже отдельный слайд для этого вопроса. Сейчас посмотрим. Окей, я думаю, по этому моменту понятно то, что ни один ресурс не даст нам точный ответ, сколько нам делать публикаций, кроме как наша аналитика. Даже возьмем тот же Buffer, он не скажет точно, только наша аналитика. Следующий момент – это правило лонгридов и почему это важно, эмодзи и лонгридов. В последний момент, как мы видим, очень много стало эмодзи в публикациях на просторах наших социальных сетей. И почему это важно? Откуда появились лонгриды? Просто краткая вводная информация. В свое время Apple должен был войти, допустим, на рынок Китая, да, и никак не мог взять себе рынок. И в этот момент китайцы любили одну вещь, они любили эмодзи. Они их везде использовали. И в Apple решили то, что вот, если мы входим в Китай, мы должны использовать эмодзи, чтобы получить рынок. И действительно это пошло, потому что людям это интересно. Это более интересно, когда сухой текст, а тут пару красивых смайликов, но что они означают, мы тоже должны уже поговорить. 59% из 150 компаний, страниц, которые есть в Фейсбуке, они используют эмодзи. Они используют его очень активно. И почему они это делают? Потому что в любой публикации, по статистике, когда это уже все началось, 2017 года, в котором был хотя бы один эмодзи, вовлеченность людей в эту публикацию на 57% возрастала. Когда есть один эмодзи. Почему? Потому что это уже играет уже на подсознание людей. Я сам, когда делаю скролл-даун своей ленты, я вижу очень много сухого текста, допустим, а тут маленькие два предложения, в самом начале есть один эмодзи, который описывает весь этот текст. Допустим, если это что-то грустное, я уже понимаю, о чем я буду читать. Это интересно. И поэтому советую использовать эмодзи. Но есть три важных момента, на которые мы должны ответить перед тем, как на них начать использовать эти эмодзи. Первое – это ваша целевая аудитория. Например, если очень важное СМИ, допустим, Таджикистан начнет через каждое приложение ставить эмодзи, это будет очень глупо. Это не понравится аудитории. Например, я аудитория, мне это не понравится, для меня это будет детский сад. Поэтому это зависит от СМИ, если мы говорим о СМИ и об их аудитории. Кто это? Если это молодежь 17-16 лет, то, пожалуйста, пусть будет больше эмодзи. Если это будет уже люди 50-40 лет и так далее, то мы уже должны это сделать немного поменьше. То есть эмоджи это опять-таки эффективно, мы везде об этом читаем. Но в первую очередь это зависит от СМИ, от СМИ и от аудитории. То, что хорошо для одного, не хорошо для всех. Это не значит хорошо для всех. Мы говорим, что на 57% увеличилось количество откликов, но это не значит для всех. В первую очередь мы должны понять, кто наша целевая аудитория. Если это серьезные люди, которым это не импонирует, то не нужно ставить эмодзи. Второй момент, да, это первый момент, соответствует ли такой способ передачи информации имиджу вашего бренда. И последний, вообще понимает ли ваша аудитория правильность эмодзи, смысла каждого этого эмодзи, который вы ставите. Например, вот эмодзи, который я поставил, он должен был быть по анимации. Здесь был вопрос, что вы в нем видите, например, вот в этом эмодзи. И всех, кого я спрашиваю, это злость. А на самом деле это означает гордость. То есть и вы, и ваша аудитория должны понимать, какие эмодзи мы ставим. Есть таких куча примеров, когда мы ставим эмодзи, мы их используем, а на самом деле совсем другое значение, и за них значение текста тоже меняется. Это как если поставить хоррор-муви, ужастик, и поставить на бэкграунд музыку какой-нибудь комедии. Прикольную музыку, мелодию если поставить, то же самое получается. Если хоррор мы смотрим, но звук идет сопровождающий какой-нибудь прикольный. То же самое здесь. Текст очень серьезный, и посередине него эмодзи, которые мы не понимаем сами, мы их поставили. Поэтому перед тем, как их поставить, нужно понять, что они означают. Окей, и почему они важны? Потому что, как мы сказали, на 57% больше откликов, и, соответственно, ранжирование становится тоже выше. Ранжирование вашей публикации становится выше, потому что ваша публикация для Facebook считается как потенциально интересной для большого количества людей. Только потому, что вы поставили эмодзи, и откликов стало больше. Внизу поставлено 404 not found. Почему? Потому что я хотел найти СМИ,
в Фейсбуке, которые активно используют эмодзи, и не так, что, допустим, в одной публикации есть, в 9 нет, в одной есть, в 9 нет, сумбурно, а именно те, которые действительно осознанно их используют. К сожалению, я не нашел. Я хотел привести примеры. Вот, думаю, может, после этого вебинара, может, еще кто-нибудь почитает, может, найдет для себя, потом поверит. Но эмодзи в любом случае должны быть. Если мы посмотрим СМИ Запада даже, которые очень популярны, там они делают до 20-25 публикаций в день, потому что используют ту аналитику, о которой мы говорили. Их аудитория тогда включена. У них есть эмодзи. У них есть эмодзи, их публикации, у них большое количество этого. Больше вовлечений. Так, Алишер Толиб, хороший вопрос, я записываю. И об эмодзи мы сказали, что о лонгридах. Есть такой слух, якобы лонгриды вернулись. То есть они были когда-то, пару лет назад, 2-3 года назад, они были очень важными, люди читали, когда люди постепенно переходили в соцсети. То есть в газете, в ТВ, где мы получали очень много информации, нам это было как-то знакомо, читать очень много информации. Но постепенно это ушло, и чем меньше стало силы, тем лучше. Например, в публикациях, сейчас мы об этом поговорим, где 80 символов и меньше, на 66% больше связи людей получается, то есть больше откликов получается, где 80 и меньше. Но, опять-таки, это не значит, что все должны делать публикации, где символов на 80 и меньше. Например, здесь два примера из Азии Плюс, в котором просто огромный был лонгрид, и можно посмотреть, сколько там вовлечений, аж 27 комментариев, 9 поделиться, очень много лайков, но это лонгрид. Очень важная информация. Как тут указали, то, что в первую очередь, конечно, зависит от информации. И есть маленький текст, маленькая публикация, в которой все учтено, текст до кнопки «Еще», то есть дальше не нужно открывать и читать, но там этого нет вообще, интереса со стороны людей нет. Тут элементарно, просто контент интереса нет. То есть лонгриды хорошо, эмодзи хорошо, но, конечно же, в первую очередь должен стать еще и сам контент, насколько он интересен людям. И те же цифры по лонгридам, которые я ранее озвучил. Органический охват. Давайте посмотрим органический охват. Публикации, в которых 81 символ и больше, и публикации, в которых 80 символов и меньше. В всех публикациях, где 80 символов, там вовлеченность людей на 66% выше. Почему это происходит? Потому что мы заходим в социальные сети, лично я, чтобы больше, не знаю, отдохнуть, посмотреть что-то интересное. Это как-никак развлекательные больше площадки получается. Здесь ты видишь прикольные ролики или важные ролики, что-то. Но не для того, чтобы сидеть и читать большие текста. Именно из-за этого большее количество аудитории, они от этого ходят. И второй очень важный момент, он очень банальный, мы не хотим думать. Я пришел с работы, я хочу сесть, посмотреть что-то интересное, я вижу статью огромную, я думаю, нет, не сегодня. Что мы говорим, там говорит Ария Старк, Богу смерти, не сегодня. То же самое. Я не хочу это долго читать, да? Поэтому по статистике там меньше. Но это в органических публикациях. А если мы говорим о платных публикациях, платных продвижений, то, естественно, логически можно понять то, что охвата больше в тех публикациях, где текст идет 5-6 слов до того слова «еще». То есть есть же определенное количество мест, которые Facebook принимает. Не нужно нажимать «еще» и читать дальше огромный текст. Вот для платных продвижений только вот столько слов нужно. Это иногда бывает 5 слов, иногда 18 у меня получалось. Максимальное количество слов, которые я использовал до этого слова «еще», у меня было 18. Важный момент, коллеги. Мы сказали, что важно. Да? Мы сказали, что важно привлекать людей, ставить комментарии. Мы сказали, что важно использовать правильное количество символов. Мы сказали, что важно использовать правильное количество публикаций. Но это все части одного целого. Если мы все это будем брать во внимание, в общей картине Facebook уже будет смотреть на нас по-другому. То есть мы и этот момент соблюдаем, и момент публикации соблюдаем, и момент символов соблюдаем. И мы уже для Facebook, и для аудитории, которая сидит в Facebook, допустим, мы уже становимся интересными. Следующий очень важный момент. Мы в общем, как вы приняли, мы говорим о трендах, которые есть в социальных сетях на данный момент. Это эмоции, это правильное количество символов,
это семейная ценность во главе, которая стоит, это тренды. И следующий тренд, который у нас есть, это видео. Видео, оно очень на данный момент вовлекательное, то есть люди проявляют больше интерес по статистике именно к видео. Мы будем сейчас говорить, откуда эта статистика, не потому что, например, на моей странице так есть, а потому что действительно показывают цифры. Окей, работа с видео в социальных сетях. Как мы знаем, есть 19 форматов в Фейсбуке. Ну, по крайней мере, так было год назад, 19 форматов видео. Какой из них использовать, какой из них правильное? Есть 3 видео, которые вы видите у себя в ленте постоянно. 3 видео. Это есть landscape, вот этот, то есть он не квадратный 1 на 1, а он такой, как альбомная, по-моему, на русском говорят. Есть квадратная 1 на 1, и есть вертикальная. Как думаете, какой из них самое эффективное на данный момент? Квадратная. Видеокепшн там все делают. Окей, дальше. И мне вот эту длину нравится, тоже повернешь, он на весь экран. Окей. Длинные, по-моему, потом можно еще писать там. Окей. Вот коллеги, которые нас слушают сейчас у себя, как, может, кто-нибудь напишет, у кого как, по его мнению, какое видео самое эффективное. Опять-таки, это я скажу не потому, как я считаю, а потому, как есть на самом деле по статистике. Да, по аналитике. Кто как считает, какое видео самое эффективное? Вертикальное. Раз. Окей. Тимур Тимирханов. Здесь вышло столько людей, столько я имею, действительно, все разные ответы получились. Квадратная Азия плюс. Окей. 2. 2 варианта тоже там. Вертикальная Алишер Толит. 3 варианта. Нет, 2 все еще, да? Окей, давайте я скажу. Правильно ответили, самое эффективное на данный момент вертикальное. Есть сравнение. Кстати, у вас был ответ даже здесь. Нужно было посмотреть, в принципе. Окей, есть сравнение. Что эффективнее по сравнению к чему? Квадратное эффективнее по сравнению с ландскейпом. Например, есть статистика, то что в квадратных по сравнению, вертикальных по сравнению с квадратными цены за клик ниже, если вы делаете paid платное продвижение, и также цена за 1000 показов ниже, 26% и 68% соответственно. Окей? Вертикальное получается эффективнее квадратного. А квадратное, в свою очередь, получается эффективнее ландскейпа. И намного эффективнее. Просмотров квадратных по сравнению с вертикальным на 30-35% больше. И это везде. И взаимодействие то же самое, на 80-100% больше. То есть нельзя сказать, как мы часто говорим, нет, в Таджикистане вот так. Нет, такого нет. Этот алгоритм, который используется, который продвигают социальные сети какие-то для себя, они везде одинаковые, для нас отдельно никогда не писали. Почему теперь вертикальное, как вы думаете, почему именно вертикальное, оно может быть эффективнее? Потому что на весь рост. Ага. Потому что мы используем смартфон. Да, смартфон. Все живы, да? Потому что мы используем смартфоны, и мы делаем скролл-даун постепенно, да, постоянно. И мы его держим вот так. Я не хочу каждый раз за какой-то компанией менять, если это не однажды в России, где нужно 30 минут сидеть и стоять, допустим, сидеть и смотреть, окей, то в этом случае можно повернуть. А именно в нашем случае, когда это 1-2 минуты, и через видео потом поворачивать телефон, смотреть и обратно, это уже никуда. Неудобно. Поэтому вертикальный стоит на первом месте. Я попытался найти вертикальное видео у нас, и я нашел это в Азии плюс. Вот когда они сделали новость о том, что их заблокировали, нужно переходить на новое место, чтобы смотреть, там у них это было вертикальное. Действительно красиво смотрится. Результат это buffer. Я сейчас запишу, в конце отвечу. Я думаю, здесь просто у многих функций поворота отключена, поэтому неудобно. У меня всегда включена, поэтому мне А мне неудобно. неудобно. Окей. Коллеги, я думаю, это Азия плюс была, да? Спасибо за вопрос, я записал. Ответы есть, я в конце просто об этом уже буду говорить. Но, в общем, я думаю, шумно немного стало, коллеги. Я думаю, к вопросу мы вернемся в конце. Кстати, да, Лиму тоже смотрел. Ребята следят за трендами, очень круто.
А у вас есть Валиму? Вы из Лиму? Нет, потому что я Лиму сказал, вы улыбнулись, я поэтому думаю... Она не любит. Окей, хорошо. Окей. В общем, в конце мы скажем, откуда эти цифры. Следующий момент, то же самое в Instagram. Ролики, мы сейчас сказали, что эффективно в Фейсбуке. И дальше у нас в Инстаграме люди заходят, они в основном смотрят видео. Правильно? Есть картинка, конечно, есть очень много в этой социальной сети. Но больше всего становится, на самом деле, на первое место выходит чиз. Именно видео. Что должно быть в видео? Видео, большая часть, почему в Инстаграме эффективно делать видео? Люди заходят, чтобы посмотреть картинки, они заходят, чтобы увидеть что-то интерактивное, прикольное. Например, я сам подписан на очень много различных просто страниц, там, не знаю, Турции, Новая Зеландия и прочее, чтобы увидеть красивые картинки. Правильно? И это делает подавляющее количество людей. Они заходят не только за информацией, такой научным исследованием, еще чем-то, они заходят провести время. И поэтому все больше и больше СМИ на Западе, они уходят, зайдите в Инстаграм, там только ролики в основном. Потому что всю новость можно в 30 секунд можно в ролике поставить. И также ссылки мы зашли, посмотрели некоторые СМИ, которые у нас есть. В конце текста не нужно записывать ссылку на сайт или еще что-то. Никто не сможет пройти, потому что это не нужно, потому что это неэффективно, это лишнее количество времени займет. И также я, когда зайду, увижу текст, еще вот с такую большую ссылку, я думаю, я не буду читать слишком много информации. Окей. Без ссылок. И тренд. Огромный тренд – это stories. Как вы помните, как мы знаем, заметили, наверное, все, начал это активно делать Instagram, это было просто шикарно. И перешел в Facebook, Facebook тоже начал его продвигать, потому что сторис это шикарно, люди на него залипают, есть 40 сторисов, и тебе интересно на каждый из них посмотреть. Поэтому сторис это тренд. И то же самое, поэтому ВК начал это делать. ВК как раз за все сторисы постоянно приходили оповещения, чтобы завлечь людей, чтобы знали, что появились сторисы. Вот этот человек сделал сторис. Например, этого мы не увидим в Инстаграме, да, сейчас, потому что люди уже знают, что это такое. А аудиторию в ВК уже нужно постепенно приучать к этому. Мы уже начали, конечно, давно. Но факт в том, что сторисы – это отдельная часть, которую мы забываем. Мы зайдем на любой СМИ, я подписан в основном на спортивное, и посмотрите, сколько там сторисов. В день может быть в Инстаграме 6 публикаций, но может быть 30 сторисов. Очень интересных. Все со свайпом, конечно, со свайпом вверх, потому что без свайпа в итоге мало смысла для него. Здесь же используют, да, сторисы? Большое количество людей? Да. Мало? Больше? А сколько примеров в день? 3-4, да? Ну, примерно столько же, сколько я делаю на своей странице, да? Окей. И мы сейчас говорим о страницах СМИ, да? Ну, вы вопрос правильно поняли? Не про свою страницу, а страницу СМИ? Окей. Окей. Ну, совет, большущий совет, используйте сторисы со свайпом желательно. Но для свайпа, конечно, нужно 10К подписчиков, чтобы вы могли его поставить. Тогда получается главная цель. У нас так и было. Мы поставили себе цель за 2 месяца набрать 10 тысяч подписчиков. Мы это сделали и потом включили свайп. Конечно, страницу удалили, и мы сейчас об этом тоже поговорим на примере, почему ее удалили. Про бан мы тоже будем говорить. Окей, коллеги, которые нас слушают, то же самое, тот же вопрос. У кого как? Есть СМИ, которые часто начали использовать эти сторисы у себя. Я это видел, я это вижу в основном в Азии плюс. Я думаю, что это Лиму делает. Прошу прощения, всех могу не назвать. Но как есть. И да, Инстаграм, кстати, почему сторисы тренд? Потому что средний возраст людей 16-34. Мы понимаем, что это какие люди? Это молодежь, им нужно что-то уже новое. Да, извиняюсь, пардон. Да. Старше тоже есть. Да, они старшие тоже заходят, да, я понимаю. Есть. Окей, следующий слайд. Про видео мы чуть поговорили. Я надеюсь, видео с YouTube здесь тоже есть.
Окей. Muchas gracias за ответы. Следующий вопрос, который у нас часто есть, это почему социальные сети банят. Меня Facebook в свое время заблокировало. Оно заблокировало меня аж на всю жизнь. То есть обычно есть, когда говорят то, что вас снимут, допустим, с блокировки через неделю. У меня все, и даже когда звонишь, уже все, тебе не ответит. И когда пишешь, уже я пишу письмо, допустим, мне нужно оспорить то, что меня заблокировали. Мне через секунду приходит ответ, то, что нет. То есть я уже там есть в неком санкционном списке, с которыми людьми нельзя работать. Это потому что 2 года назад я совершил ошибку. Какую ошибку, вот о которых мы сейчас будем говорить. И то же самое было здесь вчера, кажется, мне сказали, да, у вас это вчера было, заблокировали. Тоже будет живой пример. Зульфия, я ваши вопросы записываю, мы в конце о них поговорим. Вы частично сами на них отвечаете, уже правильно? Да. Но в конце давайте поговорим. Окей. Следующий слайд. Кто чего боится? У кого какие страхи? Вируса боюсь. Ну, не вирус, когда твоего имени... Я впервые такой ответ слушаю, если честно. Как они называются? Фейковые ссылки, да? Фейковые, да, твоего имени идут... Этот вирус, окей. Этого вируса, да, не дай бог никому. Правда, не пожелаешь. Окей. Или взлом своей странички боюсь. Окей. Чего боюсь я, да? Я чего боюсь? Я раньше боялся темноты, это прошло, боялся собак, это прошло. А теперь я боюсь то, что меня забанят в социальной сети, да, в Фейсбуке. Просто меня так часто банили, что я могу уже в календаре красные дни вот так отмечать. Черный. Да, черные дни, да, черные, с ленточкой. Окей, я вот этого и боюсь. То, что социальные сети банят. Меня год банили, и я не мог никак взять себя в руки, зайти и почитать, что же я делаю не так, да? Что же я делаю не так? Оказывается, у этой бедной социальной сети, которую я никак не уважал, есть свои правила. Да. Есть свои правила, не Дахбоб сад-мода, а 6 боб и чуть меньше мод. Окей. Почему меня банили? Почему меня банили? Потому что я был очень большим спамером. У каждого есть какое-то достижение в жизни, я был ужасным спамером. Это я в CV даже могу себе написать. Сколько я делал рассылок. Меня блокировал Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, все, что есть. Это рядом мне достижение, отдельный блок в CV. Почему так? Вот сейчас скажем. Вот смотрите, на этой картинке что мы видим? Что справа стоит? Сковородка. И никто не увидел, что в сковородке, да? Котлета. Да, вот. Я не обедал. Мы видим мясо. Это мясо называется спам. Окей? Это спам. А что с другой стороны? Это куча групп, в которых мы делаем рассылки, да? Это тоже спам. Какое у них отличие? Тот спам, который в сковородке, мы его любим. А этот спам, его никто не любит. Огромное количество рассылок в группах. И его в том числе не любит и сам Facebook. То есть, когда у нас это так у нас распространено, когда мы берем определенную публикацию, очень важно, я хочу, чтобы они все узнали. И я делаю публикации в каждой группе, в которой я есть, в которой у меня есть знакомые, я их прошу разрешить мне сделать публикацию, и в итоге я тоже спамер, но чуть менее вкуснее, чем тот, который на сковородке. Окей. И это одна из причин, почему вас блокируют. Почему нас блокируют? После этого не сразу заблокируют, да, после этого не сразу заблокируют, но это все части одного целого. Вот этот спам – это часть одного целого. Ряд причин, по которым нас в итоге заблокируют, и одна из них – это рассылка в группах постоянная. Есть отличная альтернатива – Facebook реклама. Поставить правильный таргетинг, и все люди, которые в этих группах есть, нужные люди в этих группах, нас увидят. Допустим, вы сделаете публикацию в 20 группах, в каждой из них 1% ваша целевая аудитория, допустим. Остальным не понравится. Остальным не поставят лайк, не поставят комментарий, не поделятся, в общем, никак не будут взаимодействовать, а могут пожаловаться. Я так делаю, например, когда я вижу рекламу 1xbet. Вот везде, да? То есть, если такие люди жалуются, вы уже автоматически идете в Facebook как неинтересная страница. Ваш контент неинтересный. Даже если он интересный, но из-за того, что мы его бросили в 20 групп и не было никаких взаимодействий, значит, мы неинтересная страница. Поэтому лучше этого не делать. А если в одной только? В одной это хорошо. Да, в принципе, можно и во всех, но хотя бы промежуток ставить. Вот я раньше, знаете, как делал? Я открывал 20 вкладок, делал 20 вот этих публикаций ставить, и потом
И потом я должен за секунду везде поставить опубликовать, опубликовать, опубликовать. И поэтому меня блокировали. Поэтому хотя бы нужно брать тайм-аут, там, полчаса, час и ставить уже с промежутком во времени. Не быть спамером, самое главное. Окей? Мы же делаем такие рассылки, да, все? Да. Да, это у всех есть. Реально. Кому? Еще как делать? Не, я определенная целевая аудитория, там максимум 5-6 групп. Все. А вы в одном из них говорите? Ну, план группового вклада. Ну, 5 групп делаешь же. И одновременно сразу-сразу. Наверное, Ставьте промежуток. Ну да. Если ставите промежуток полчаса-час, не проблема, вы можете делать. Хотя бы промежуток ставить. Чтобы не было видно то, что вы делаете рассылку. Это правило везде есть. Даже если в Телеграме вы делаете рассылку 15 людям, у которых вы нету в контактах, то вас блокируют сначала на день, потом на 3 и так далее, и так далее, и так далее. И вас в итоге блокируют. Во всех социальных сетях так. Когда вы делаете рассылку в группах людям, которые вы не знаете, и так далее, одинаковое сообщение, когда вы пишете, вам приходит сообщение. То, что вывели, то, что действительно вы один и тот же контент где распространяете, это может быть спам-рассылка. Окей. И да, тут правильно пишут то, что бесполезная вещь. Где-то да, где-то нет, но больше да. Потому что, почему нет? А теперь вопрос, почему Facebook это ставит барьеры, чтобы это делать, да, чтобы эффективным была рассылка в группах? Потому что у Facebook есть платная реклама, которую он хочет продвигать. У нее платная реклама есть. Допустим, они не могут сделать их одинаково эффективными, если у них в приоритете стоит платная реклама, где мы должны заплатить, где пойдут какие-то налоги, где получит доход Facebook, и где увидит самое главное таргетированная целевая аудитория. Facebook, так же как и вы, у него есть свой продукт, который он продает. Это, допустим, их страница, то есть соцсети. И им важно, чтобы этот продукт в глазах у людей не падал. А если они постоянно, их аудитория будет видеть спам, они оттуда уйдут. Я из-за этого ушел с ИМО, с мессенджер ИМО. Потому что мне писали все подряд, которых я не знаю. Это был некий спам. И в итоге я ушел. Таких людей, которых не хочет потерять в Facebook, их очень много. И они об этом поэтому думают. Пресекают спам. Дальше, я надеюсь, опять нету этого, анимации. Опять-таки, коллеги, то, что я сейчас говорю, это не только основано на моем мнении, а вот на следующих вещах, которые сейчас выйдут на экране. В Facebook есть 6 глав правил. И, беседу мода, как у нас, да, Бобсад мода говорим, у них 6 и 22. 22, 23, вот так, да. И они все 6 разделены, на определенные темы. Какие там есть? Насилие и преступное поведение. Если мы людей призываем к этому, нас сразу банят. Меня из-за этого в Твиттере банили. Нет, я ни к чему плохому не призывал. Я осмелился использовать ругательное слово, которое в США это ущемление прав людей. А это было в ходу разговора просто с другом и так далее. Да? И меня забанили в Твиттере, потому что я ущемил права каких-то людей. Я даже не знал, что есть такие права. Окей. Безопасность. Когда мы об этом пишем, что-то, что может повлиять на безопасность какого-то человека, вот сейчас вы сказали, допустим, дать информацию, открыть левый аккаунт, который мы ведем от имени какого-то человека. Вот, допустим, когда я вижу, часто приходят, допустим, друзья, дружба, не знаю, какого-то человека по имени Эден Азар, и фотография Азара стоит. Мы знаем, что это не он, мне Азар не отправит дружбу, но как-никак это тоже левый человек, на имя которого открыли страницу. Для Facebook это плохо. Естественно, он это пресекает. Окей, дальше. Как он пресекает? Поможет ли? Ну вот он, в итоге... Вот, Как он это у меня, например, 3 это есть написано. Я у вас народ забиваю заново, вот, на это. есть правила? Мне 3 регистрации там написано. Есть ряд правил, да? Смотрите, коллеги, есть ряд правил, да, которые мы должны соблюдать. Как я сказал, нас не сразу могут забанить. Это будет часть одного целого. Это как поехать в США с туристической визой. Вы поехали, вы работаете год до того момента, когда вас один раз не поймали. И потом все, farewell. То же самое здесь. Мы можем это один раз делать, второй раз делать, но когда поймают, то аривидерчи, как у меня будет. Я уже не могу никак продвинуть никакую публикацию, поэтому я звоню друзьям, пишу друзьям, они это делают.
Окей? То есть вас сегодня не поймали, со временем это получится. Вот у коллеги вчера так было. Это виртуальный преступник. Да? Но я не Сержей? я вот сейчас одно только использую. Вы должны оповещать. Вы должны оповещать, вы пишете. Закройте дверь. Скажу, Ну, закрыла, я мешаю, Окей? Давайте. Четвертый момент — целостность и подлинность. В этом году Facebook заблокировал огромное количество аккаунтов в Дубае. Почему? Потому что их правительство открыло некий свой департамент, в котором нужно было людям открывать левые аккаунты и в итоге восхвалять правительство и говорить, как это круто. Это было в Дубае, я сразу отмечаю, это было в Дубае. Окей. Я хочу живым отсюда выйти. Это было в Дубае. Окей. И в итоге Facebook это поймал. Он это находит, есть IP, это не глупые люди, у них свой искусственный интеллект, есть куча вещей, по которым они находят. И то, что вы один раз открыли, второй раз, третий раз, рано или поздно мы попадемся. И они такие аккаунты сразу без предупреждения закрывают. Такие аккаунты они закрывают. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Поэтому нужно иметь один аккаунт. Целостность и подлинность мы сказали. Соблюдение прав на интеллектуальную собственность. Ну, когда из-за этого мою страницу удалили, страницу нашей компании. То есть у нас было 13 тысяч подписчиков, но мы использовали чей-то контент, не спрашивали, чьи-то слова не указывали, что-то видео, что-то музыку и так далее. Нам один раз пришло, нас один раз предупредили, второй раз, третий раз, если честно, нас год предупреждали, но в итоге заблокировали. То есть есть такой момент, оригинальный контент, у каждого должен быть свой. И сейчас мы это в картинке покажем. И последний запрос относительно контента. Когда вы отправляете постоянно какие-то запросы, вот на правой стороне у меня есть, допустим, моя страница. У меня было около 4000 друзей. Нет, спасибо. У меня было около 4000 друзей, и так я вижу, у многих есть. Я захожу на страницу человека, я вижу, что у меня с ним 500 общих друзей, я его в жизни не видел. Потому что человек, как я, оказывается, в свое время потратил одну ночь и всех подряд добавил. И вот если из этих, он 1000 людям отправил запрос, из них хотя бы 100 отказали. Вот у меня был пример, сегодня мне с Индии написали: привет, я Абду, как тебя зовут, допустим. Вот то же самое, если мы будем постоянно делать, если один раз скажут, что я этого человека не знаю, и вас не примут, и с вами не будут говорить, вы все, вы уже спамер для Фейсбука. Это вторая часть того общей целой картины по спаму, как я сказал. Там делиться в группах, сомнительный контент и отправлять друзья всем подряд. У нас, кстати, такой тренд пошел. У кого зайдите, почти, не знаю, вот здесь я цифру не назову, потому что я ее не знаю, но у огромного количества людей 1000 и больше друзей в Фейсбуке. 5000 друзей вот у человека. Я не запомнил, не добавляю. Да? Странно. Все добавляют. Мало. У меня есть, не знакомый. Я у меня же не могу добавлять, но у меня смотрят 20 тысяч или 30 тысяч подписчиков. Кстати, да. Но вот смотрите, вот всех, кого не приняли, не принимайте, вы отправляете то, что я его не знаю, и все, он уже становится где-то спамером. И если таких запросов в Facebook будет на этого человека от 20 людей, то все, он спамер. У меня такое было. Я раньше сидел, у меня руки мозолились, у одних мозолятся они от гитары и от спортзала, а у меня того, что добавлять друзей, у меня было один раз марафон, как можно больше друзей добавить. И в итоге, мы об этом говорили чуть раньше, я хотел проверить охват, когда у меня будет 5000 друзей, и когда будет 200-300 друзей на определенный контент. Поэтому я добавлял, часто удалял, чтобы на разные цифры проверить. В итоге меня свои друзья перестали добавлять дружбу, но это уже другая тема. И окей, стараться не отправлять дружбу всем подряд. У вас интересный контент, вас они сами добавят, тем более, что вы журналисты. Вот я захожу, допустим, на страницу одного журналиста, я его всех друзей добавлял, потому что я скажу: окей, СМИ, будет интересно почитать. Вас люди сами найдут. По этому вопросу есть что-нибудь добавить кого-нибудь? Очень интересный момент, потому что это все делают, по сути. Очень многие делают. Даже в Инстаграме, да. Есть разница в охвате именно когда было 200-300 друзей, и когда сейчас это? Вот я сейчас только друзей удалил, их перед тем, как сюда прийти. У меня же было 3 с чем-то, я их удалил. И вот сейчас теперь я буду постепенно проверять и на странице, и здесь, и потом будем проверять, как это сказывается на показ моих публикаций в моих страницах
моим друзьям и те, которые уже больше не мои друзья. Я хочу проверить, насколько моя страница от этого потеряет. То есть я администратор страницы, как сильно влияет то, что ее администратор, потому что я читал, я знаю то, что администратору нужно быть самим активным в этих социальных сетях. Я теперь хочу проверить, действительно это так или нет. Потому что то, что я до этого сказал, на все есть объяснение. Это баффер, это другие сайты, они в конце будут. Вот на это я не нашел, поэтому я хочу сам проверить уже. Пусть будет на 5000 и на 300 000 человек. Но если это работает, то выгодно, например, заказать человеку открыть страничку, у которого много друзей, значит. Okay. Если действительно сам администратор, да, странички, когда у него много друзей, это влияет на эту корпоративную страничку, значит выгодно заказывать, чтобы открыл эту страничку. Опасно. У нас была страница, которую забрали доступ знакомый человек и попросил огромное количество денег, чтобы забрать обратно доступ, отдать. Но это была важная страница, более 20 000 попросили у меня. Это было пару лет назад, такие случаи сейчас тоже бывают, это было пару лет назад, но такие вещи случаются, поэтому нет. Вы сами администратор своей страницы, вы только за него отвечаете лучше. Рисковать не нужно. Помнишь, вот этот Startup, когда переименовали? Ага. Он в итоге переименовался потом или нет? Тот его закрыли, по-моему. Нет, его никак не могли переименовать. Кстати, меня добавили в одну страницу, чтобы я ее переименовал. Но из-за того, что страница была старой, в ней были свои администраторы, а я такой новенький, меня добавили, я решил поменять название страницы. Даже не слушают. Я отправляю, через секунду мне отправляют ответ с Facebook, что мы ее не переименуем. Потому что оно смотрит, кто администратор, как часто он там есть, насколько он активный и прочее. Вы должны сами быть администраторами своей группы, без лучше левых людей. Окей. И насчет охвата тоже то, что сейчас сказали. Вы можете, допустим, отправить в публикацию 20 групп, это получит энное количество охвата, или потратить $2, и это принесет вам больше, чем вы потратили время на 20 групп, отправили и сделали себя этим спамером. Таргетированная реклама, она самая лучшая. Может, Facebook именно поэтому и поменял алгоритм? Facebook что поменял? Ну, свои алгоритмы. Да, вот сейчас, кстати, идут... И вот сейчас об этом мы до этого тоже говорили, идут некоторые изменения, сейчас мы их покажем. Facebook начал менять и ранжирование, и статистику у себя на странице. Я вчера ночью многим позвонил, написал, попросил проверить, у всех так есть. Сейчас я покажу ее. Окей, следующий момент, это наши страницы, наши любимые страницы, которые мы хотим очень быстро поднять. И какой совет? Не нужно надоедать всем подряд и говорить подпишись. Опять-таки тот же самый момент. Если я у вас в друзьях, или вы у меня в друзьях, это не значит, что вы должны принять мое приглашение, или это не значит, что вам должна понравиться моя страница. Вы можете ее проигнорировать. И если я отправлю 1000 людям запрос, из них 10 примут ее, опять я выгляжу как неинтересная страница. Из-за этого, опять-таки, лучше запускать таргетированную рекламу, а не то, что мы обычно делаем. Вот это есть фишка. Мы попадаем, в Инстаграме это называется теневая страница. Когда вы сделаете спам, когда вы накручиваете, как называется? Накручиваете свою страницу, видите, я это не делаю, поэтому даже не знаю это слово. Свою страницу, а вот кто знает, да? Окей. Вы попадаете в теневую страницу Инстаграма. То же самое в Фейсбуке. Вы становитесь таким спамером, когда вы всем подряд отправляете. Мы это не замечаем с одного раза, это как болезнь, да, я аналогии люблю приносить. Вот я сегодня не взял себя в руки, допустим, не оделся нормально утром, когда было холодно, и я вечером это почувствовал. Здесь то же самое. Мы один раз сделаем, мы это не почувствуем, нас не забанят, доступ не возьмут, но в итоге через месяц-два после ряда таких нарушений меня закроют, в общем, в этом социальной сети, я надеюсь. Окей. Все же делают это, да, отправляют приглашение. Да. К сожалению, я это делал тоже, потому что часто бывало, что я думал, что мои друзья примут, я не знал, что они не примут. Начнем с этого. Я не знал, что они не примут. Начнем с этого. Мои друзья. Да. Оказывается, у меня меньше друзей, чем 5000, да? Окей. Это все делают, поэтому от этого постепенно отойти.
Видите, сколько слайдов мы потратили на увеличение количества подписчиков, которые можно сделать одной таргетированной рекламой. Мы и в группы рассылаем, и друзьям отправляем, и в личном сообщении, и в комментариях пишем, и где-то, но все это можно сделать таргетированной рекламой. А если мероприятие приглашать? Мероприятие нет, мероприятие уже само вас, Facebook наоборот, поощряет это делать. Вам даже оповещение время от времени приходит, когда у вас страница. Это поощряется наоборот. Окей. Следующий момент. В итоге к чему пришли, чтобы сказать про кросспостинг? В итоге к чему пришли? Мы пришли к тому, что к каждой социальной сети нужно относиться по-своему, да? То есть это индивидуальный подход к каждой социальной сети, так же, как у нас есть к клиентам. Окей? Facebook это другое, Instagram другое. Например, если в Facebook Prime Time это 6 вечера у нашей аудитории, не факт, что в Instagram то же самое, или в Твиттере, или в Одноклассниках. Поэтому лично я и многие люди, которые этим занимаются, они против кросспостинга. Если один единственный момент, нельзя поставить временное ограничение, допустим, пусть в Инстаграме будет в 4, пример говорю, в Фейсбуке в 3 и так далее, и так далее. Одновременно вообще в социальных сетях это не рекомендуется вообще никак. Потому что, как мы сказали, мы посмотрели вначале, если помните, прайм-тайм Фейсбука, когда наша аудитория, она живая, когда она активная. Мы это посмотрели. Поэтому в этот момент поставили публикацию. Но не факт, что в Инстаграме будет то же самое. Там уже другое время, там тоже нужно заходить, смотреть аналитику. И поэтому нужно делать на каждый из них по отдельности. Как я знаю, у SMM-планера за прошлый год было 1 миллиард вот этих публикаций через них, через кросспостинг. Представьте, сколько людей не обращают внимания на прайм-тайм. Сколько публикаций пошло, не учитывая прайм-тайм. 1 миллиард – это большое количество. Это большое число. Поэтому лично я против кросспостинга. Мы должны проанализировать каждую страницу. Вообще аналитика – это главный маховик любого бизнеса, любой компании. Поэтому мы смотрим, в какой странице у нас активные люди, во сколько, где, когда, как, и потом только преподносим продукт. Окей? Кто-нибудь занимается кросспостингом? Никто не занимается. Ну, допустим, вы залили в какой-то сервис ваш продукт, и оно идет есть, да? Один человек. Здорово. А я занимался. Я ошибался. Хайна ошибку хочется, это нормально. В итоге мы об этом сейчас говорим. Да, спасибо. Кстати, время от времени забываю спросить в чат. Для меня это немного непривычно. Да, коллеги, которые сейчас нас смотрят, читают, занимаются ли этим? Используют кросспостинг у себя? Кросспостинг, допустим, вы в какой-нибудь сервис заливаете определенный контент, допустим, да, у нас завтра будет тренинг. Не этот контент. Не знаю, продаете, не знаю, вентилятор, кондиционер или что-нибудь, вы магазин товаров. И вы одновременно заливаете его в одно и то же время во все социальные сети, через один какой-нибудь сервис, допустим. Да, это может быть SMM-планер. Вы туда заливаете, вы привязываете свои страницы, нажимаете ОК, выбираете время, одновременно все идет. Это плохо, потому что в одной социальной сети это своя аудитория, которая в другое время активна. И в другой социальной сети она совсем другая, и она в другое время активна. Допустим, те, кто в Инстаграме активны, в то же время и не в Фейсбуке активны, может быть, да? То есть это у каждой страницы свое. Поэтому я всегда говорю, если вам говорят, что прайм-тайм вот это время, количество публикаций вот это, отсюда нужно брать вот столько, делать это неправда. Правда то, что вам показывает ваша аналитика. А что делать, если нет аналитики? Вот, допустим, на ту новую страницу, да, и нет аналитики, нет ничего. Есть какие-то ресурсы, где можно посмотреть, допустим, страница, не знаю, барбершопа, да? Окей. И где, когда показывать, Окей. можно это заранее как-то узнать? Окей. Есть два момента, которые можно использовать в этом случае. Первое, это оттолкнуться от одной цифры. Допустим, тот, который нам говорит buffer, это 5 публикаций в день. Это на основе их анализа 20 тысяч страниц, топ-страниц. То есть он говорит, что 5. Давайте оттолкнемся от 5. И потом 2 недели мы работаем и делаем аналитику. То есть отчасти ты превращаешься именно в спамера, да, которого вы говорите? Неделя, 2 мы проверяем, мы смотрим, как лучше идти, сколько делать публикаций и прочее. Но это для аналитики очень понадобится в будущем. И второе, что лучше идет,
посмотреть на ваших конкурентов на этой же странице, в этой же стране, допустим. На главного, конкурента, не знаю, мы говорим конкуренты. Допустим, если вы открыли парикмахерскую, вы смотрите барбершоп, допустим, Барбар, как у них делается, насколько у них это все активно, насколько это у них эффективно идет, да. И вы можете, как они сделать. Но со временем, опять-таки, у вас будет своя аудитория, поэтому поменять это. Но от чего-то оттолкнуться нужно. И в итоге это должно быть аналитики. И давайте посмотрим, как в итоге распространяется ваш контент в социальной сети. Да? Это опять-таки то, что нам дает сам Facebook. Это слова, которые дает нам сам Facebook. Как он распространяется, да? Здесь можно увидеть? Вы делаете публикацию. Вы делаете публикацию себя на странице. Первые 15 минут кто ее видит? Друзья, близкие друзья ее видят, да? Окей. Те, которые в сети в это время. Да, те, которые в сети. Вот смотрите, если вы публикацию сделали, первые 15 минут нет лайков, ее увидят от 1 до 3% аудитории вашей страницы. Окей? Если они лайкают, дальше идет уже по лестнице, идет все выше и выше и выше. Если пролайкали, уже охват расширяется до пользователей, которые лайкали вашу страницу раньше. Например, если я подписан на вашу страницу, я вас раньше лайкал, вашу страницу, да? И вы сделали публикацию. Кто-то из моих друзей поставил вам лайк. Я ее тоже увижу, потому что я это обычно сам делаю в Facebook, а думаю, что мне тоже это интересно. Okay? И тут охват увеличивается от 3 до 10%. Потому что лайк, это значит где-то тоже эффективно, где-то тоже очень важно. Второе, лайкают и делают шейр. Здесь что получается? Здесь уже охват, там был 1 до 3% только лайк, здесь 3-10%, здесь увеличивается 15-20%. Поэтому шейр, комментарий это так важны. Потому что ваш охват за первые полчаса уже идет до 20% вашей страницы. Окей? Плюс 2-3 подписчика аудитории ваших друзей. И третье, опять дальше идем, третья четверть часа. Те, которые делали шейр, ставили лайк, теперь их публикации. Опять их пролайкали, и их публикации сделали шейр и лайк. Что увеличилось? Опять увеличился охват. Если публикации, которые первоначально кто-то сделал шейр, поставил лайк, опять лайкнули, ваш охват увеличится до 50-60%. Это важно, чтобы те, которые поделились, не только ваши друзья, которых вы попросили, а их друзья, чтобы им тоже это было интересно. Потому что Facebook понимает, что часто это может просто мы попросили кого-то поделиться, а в итоге контент сам на самом деле у него интересный. Если их друзья тоже поделились, поставили лайк, вот тут вы становитесь интересной страницей. Поэтому мы должны наперед думать не только о тех, которые в первом кругу должны нам поставить лайк, а те, которые во втором кругу уже идут. Перепосты один к твоему будут относиться? Перепосты к твоему этому, да? Да. Перепост к твоему это хорошо, а когда еще идет перепост к перепосту, это вообще шикарно, 50-60%, да? До 80% увеличится охват. То есть здесь мы понимаем, вы самое главное заметили, лайки как отпадают в одну сторону. Комментарии, шейры это совсем другая планета сейчас. Вот, на них мы и делаем акцент. Это откуда все началось, опять-таки возвращаемся в историю, когда 2 года назад Facebook бросил кот в мешке всем маркетологам, сказал, что у нас скоро кое-что поменяется. И он поставил во главу всего семейные ценности. И раз мои друзья делятся, его друзья делятся и так далее, значит это мне интересно. Я тоже должен увидеть. Это после изменения этого алгоритма. И так далее лайки идут. Люди делают шейр, делают лайк, и постепенно у вас увеличивается охват. Каждые 12 часов, если не ошибаюсь. Да, до следующих 12 часов они увеличиваются, становятся все лучше, больше охвата. Делаем акцент на шейры и лайки. Окей? То же самое, кстати, это не только в Facebook относится, это относится, кстати, и Telegram, тому же Telegram, в котором у вас есть сообщество, канал, вы делаете публикацию. Когда ваша публикация кто-то делится в других местах, интересно, допустим, как часто бывает на футбольных страницах. Вы то же самое, когда в поисковике будут вбивать, вы выходите в топ. Это все зависит от вашего ранжирования. То есть, на какой очереди вас покажет та или иная социальная сеть, когда будут искать. Каждое взаимодействие
вашей аудитории с вами, это уже влияет на то, как часто вы будете выходить в топы. Окей. Ну и то же самое, как сейчас хорошо отметили, не весь контент, который вы делаете для Facebook, он должен идти параллельно в Instagram. Есть контент, допустим, в Facebook это люди, которые они следят за тенденциями в бизнесе, в моде, еще в чем-то, да? Допустим, поэт, который вы публикуете в Фейсбуке, его никак нельзя переносить в Инстаграм или ВКонтакте или в Одноклассники. Как мы это делаем? Мы делаем определенную публикацию, допустим, одной тематики в каждой социальной сети, и потом смотрим охват, и потом смотрим вовлеченность. И в итоге мы видим то, что публикации, связанные с политикой, они вообще не идут ВКонтакте, например, да? Но мы должны для начала, как отметили, для аналитики проверить действительно один и тот же контент в какой социальной сети, как идет. Вот, допустим, в Facebook, когда добавили вот эти кнопки сердечко, грустный, почему они это добавили? Чтобы понять, какая тематика вам нравится. Если я постоянно ставлю, допустим, на вашу страницу вот этот angry, вот этот, нет. Удивляется. Ну, который злится, уже Facebook понимает, какой контент мне нужно время от времени показывать. Допустим, если Facebook не будет постоянно выносить в топ мои контент, который я не люблю, и ставлю вот эти angry эмоции, то он уже будет меньше показывать мне такой контент. Для этого его и добавили, чтобы собирать аналитику. То же самое с вашим контентом. Да, помню, я делала какой-то пост, наоборот, типа хотела показать людям, что это неправильно. Все тоже начали это возмущение, вот это нажимать. В итоге я тоже 3-4 дня не смогла зайти в Facebook. Я заходила, но постить не могла ничего. Люди не понравились, да? Нет, наоборот. Они пост неправильно написан, да. Сочувствуешь или наоборот тоже возмущаешься событием? Ну, в общем... Я написала, блин, надоело, вот это что такое написала, и все тоже, да, блин, надоело, да, и надоело, вот это название. В итоге... Ну, в общем, в итоге то, как люди... В итоге то, как люди реагируют на вашу публикацию, это зависит на то, как ее будет показывать социальная сеть. Поэтому я говорю, для аналитики вы поставьте одну и ту же тематику во всех социальных сетях, посмотрите, как на нее реагируют где. То, что нравится ВКонтакте, я буду делать акцент именно вот на это. Когда вам отвечают на ваш вопрос, какой контент, как преподносить где, здесь тоже нет ответа. Здесь зависит от вашего контента и вашей аналитики. На все вопросы именно один ответ – это аналитика. Мы один раз проверяем во всех социальных сетях и потом решаем. Даже если всемогущий баффер нам говорит, что нужно в Инстаграме делать постоянно видео котят, это не значит, что нужно делать видео котят. Это мы должны проверить аналитику, там идут это или нет. Окей? Что такое? Окей, да, хороший вопрос. Это ресурс, с которого я беру всю эту информацию, перепроверяю постоянно. Это номер один просто в мире. Они проводят всевозможные тесты. Они постоянно тестируют 20 тысяч топ-компаний, которые есть в Фейсбуке. Именно они предложили журналистам в свое время больше делать публикаций, если, конечно, вы проверяете свою аналитику. Они это начали делать после того, как Трамп стал президентом, кстати. Они увидели, как социальные сети повлияли на такой важный экономический вопрос. То, что человек стал президентом, человек, который год назад делал это как хобби, он стал президентом. И начал, и начал понимать, и тогда и начали понимать, насколько это важно. И вот у них люди берут информацию. В конце я эти ссылки дам, чтобы люди проверили, кстати. Я уверен, что многие, кто нас сейчас смотрит, ими пользуются. Но очень важные ссылки. Ну, я их подготовил, потому что я знаю, что у вас есть правила, да, у журналиста. Когда что говоришь, должен преподнести это reverse, да, как называется? Откуда ссылки, откуда вы это взяли? Да, я впервые их начал ставить, обычно не ставлю. Но как есть. В итоге к чему пришли? Главный ответ на то, сколько делать публикаций, когда делать публикации, как преподносить публикации, все зависит от аналитики, которую мы проверяем хотя бы месяц. И после этого мы меняем. Мы как это делали? Мы запускали публикацию. Вы можете, кстати, это сделать. Вы делаете платную рекламу, вы запускаете ее одновременно в 2 вида.
Один я запускал с call to action, каким-то призывом, допустим, пройдите на мой сайт и так далее, один без. И в итоге тот, на котором был call to action, цена одного перехода у меня была 0.01 цент, а тот, которым не было call to action, не было эмоций, было 0.11. Больше. Это гораздо больше на одного человека. И поэтому я в итоге не взял, вот сколько мне делать публикаций с интернета, а я проверил свою аналитику. Вот то же самое должен делать каждый администратор своей страницы. Сколько делать публикаций, когда и где. Окей? Есть по этому моменту вопросы? Вопросов нет. Как я и сказал, рекламу, скорее всего, мы оставим на следующий вебинар, потому что это час-полтора минимум, а у нас 1,5 часа прошло. Поэтому здесь, если есть вопросы. Коллеги, кто нас слушает, да, если есть вопросы, я парочку старался записать. Я не знаю, здесь вверх пойдет. Да, давайте мы будем параллельно теперь на все отвечать. Вот questions, там свыше есть вопросов, которые задавали. Можно найти, да? Давайте, да, смотрите, отвечайте. Окей, Мария Витарази. Да, конечно, все ссылки, которые есть, кстати, после этого я скину, покажу в публикации, и также я скину вам, могу скинуть презентацию, да, наверное, куда-нибудь, чтобы люди взяли. Окей, можем скинуть даже публикацию. Источники с первого слайда, окей. Все источники, которые у меня есть, я пробыл и не поставил в этом случае пардон. Именно отсюда мы берем цифры. Это socialmediatoday.com. Всем советую. В чем плюс диджитала? Вот люди, которые этим занимаются, активно знают то, что он меняется каждый день. И вот Social Media Today, вы просто каждый день видите какие-то очень важные обновления. То, что ранжирование изменилось, политика изменилась, по-другому контент преподносить и прочее. Окей. По чиз мы сказали, по ресурсам мы сказали все, они здесь. И я постарался их по отдельности даже принести, по цифрам. Здесь, по-моему, 6 ссылок. Второе. Как понять разницу между квадратным и альбомным видео? Квадратное, да, это 1 на 1. Оно чисто идеальный квадрат, вы его видите. А альбомное это, да, немного удлиненное. 16 на 9, да, я пальцами показываю. 16 на 9 и 1 на 1. 1 на 1 это квадрат, 16 на 9. 16 на 9 это альбомное. Чем больше публикаций, тем лучше, Лилия. Для кого-то для кого-то нет, это зависит от аналитики страницы. Например, для меня да, потому что я продаю скидки. Всем людям нужны скидки. Все хотят экономить, я продаю скидки, поэтому да, для меня это важно. А для кого-то нет. Я читаю западные СМИ очень активно, да. Утром начинается просто с того, что я их читаю, открываю, у меня просто на экране все новости. Зайдите на их страницу в Фейсбуке, они проанализируют свою аудиторию, у них по 15-20 публикаций в день есть. Разные СМИ, очень важные, очень активные. Это те, у которых, я надеюсь, мой экран не вышел, это те, у которых по 6-9 миллионов подписчиков в Инстаграме, в Твиттере, там меньше, конечно, в Фейсбуке много, вот это до 20 публикаций. Это зависит от аудитории. Третье. Делиться в постоянных группах все еще актуально? Нет. Если вы делитесь очень важной информацией, вы ставите промежуток времени определенный, полчаса, час, хотя бы, чтобы вас не назвали спамером. Хотя бы. Потому что людям это надоедает. Если я состою в этой группе, это не значит, что я хочу видеть все, что публикуют друзья администраторов и прочее. Я хочу видеть только то, из-за чего я то подписался. Если я подписался, допустим, на страницу плохой пример Билайна, я захожу видеть тарифы Билайна, а не то, как по утрам пить кофе, лимон важен и так далее, полезен. Я хочу видеть тарифы и прочее. Вот то же самое с группами. Я зашел из-за определенной тематики. Иногда это эффективно, если вы ставите через час, хотя бы вы не становитесь спамером, хотя бы как минимум не стать спамером в глазах у Фейсбука. Окей? Поэтому это зависит, раз на раз не приходится. Формат видео мы сказали. Настройка камеры. Ну да, настройка камеры. Тимур, лимон важен. Я его каждый день пью.
Более того, каждое утро начинается с этого одного стакана лимона с водой. Никому, я знаю, это не интересно, просто спросили. Поэтому, окей. Лимон важен. Нужно для страницы ФБ дополнительно открывать группу, или это уже не актуально? Это актуально. Это актуально, мы это сделали для НГО, мы это постоянно делаем. НПО, которые советуются с нами, мы просим открыть группы. Почему? Потому что когда люди доверяют людям, люди не доверяют компаниям, люди не доверяют, не знаю, страницам, люди доверяют людям, которые стоят за страницей. И если есть какая-то группа, где они могут с ними поговорить, что-то обсудить, они становятся чуть ближе к этой странице. Они чувствуют себя ближе. Вот, например, сейчас у меня такое происходит именно с Лиму, если честно. Я общаюсь, я познакомился вот в сети, когда вы делали публикацию, сколько стало переходов на их сайт. После этого я заинтересовался, зашел, начал общаться, и вот в этот момент ушла дистанция между мной и этим СМИ. Поэтому группы все еще важны. Это в какой-то степени мы возвращаемся к тому, что Facebook поставил в начале семейные ценности во главе всего, потому что вы начинаете общаться с ними. Например, тренд 2018 года – это все в коммерческих компаниях, как минимум, все генеральные директора должны быть очень активными в социальных сетях. Yeah. Почему? Потому что люди доверяют людям. Я не поверю в какую-то организацию, если я не знаю, кто за ними стоят, какая компания за ними стоит. Окей? Там, по-моему, еще вопросы появились по YouTube. Да, там еще есть. Поэтому по YouTube у меня был отдельный слайд. Я когда загружал презентацию, к сожалению, я его случайно удалил, но я его помню, я так его скажу. YouTube, да, YouTube очень важен, и, как сказали, 400 тысяч подписчиков, и он набирает обороты. Одна из причин, почему она набирает обороты, потому что некоторые компании в Таджикистане, это несколько компаний, которые также вошли на наш рынок из-за рубежа, они начинают сильно в него вкладываться. В блогеров, вот на эти различные страницы. Я сам заплатил от имени одной компании огромное количество денег, чтобы они публиковали мою рекламу. И люди, когда видят вот это все, они начинают открывать страницы, они начинают открывать блоги и начинают его вести. Это одному блогеру? Да, это я платил 30 блогерам. Я платил 30 блогерам. Да, чтобы мою рекламу вирусную увидели все. Окей? Примерно стоит. По-разному. Есть реклама у человека, стоит одна публикация в Инстаграме 8 тысяч само. Душанбе. Это немножко разово, да? Да, это разово. Есть 10 тысяч само. Есть 30 само. 70 само. По-разному. Цены варьируются. А как вы его оплачиваете? Нет, это я лично иду, мы сидим, разговариваем, и что хочешь. Блогера. 200, 300. Что интересно, 200-300 тысяч. Окей. А вот это помогает в Инстаграме, да, чтобы набрать подписчиков тоже? Конечно. Но если это правильно использовать, если будете покупать только публикацию в ленте, и там нет никакой ссылки, хотя бы текста, ссылка в шапке страницы, хотя бы если этого нет, то смысла не будет. Или это если не слайп-ап. Но почему я этот вопрос открыл? Кто эти блогеры? Их много. Тут спросили. Это... Можно говорить, да? Можно назвать, да, блогеров? Например, блогеров можно здесь назвать, рекламировать? Нам, конечно, очень интересно. Есть? Окей. Я забыл, да, я где нахожусь, потому что здесь не бывает. Окей. Усмон, например, есть. Да? Усмон. Он должен даже выступить, как я увидел одну публикацию, я не знаю, это правда или нет. Вот, работа с инфлюенсерами. Я не знаю, это правда или нет, но он выступит на Go Viral. Это человек, который 2 года назад начал делать простые вайны на улице, подходил к людям, бил по голове, говорил, это вайн. Вайн это когда вот короткие видео, да, короткие видео, когда вы видите прикольно в Инстаграме. Окей? И вот у них я стал покупать рекламу. Вот, допустим, 6 тысяч само, допустим, у него. Да я вам скину, я не хочу, я не скажу, что у нас очень много, что я рекламирую, но все равно их называть так. Но вот блогер Усмон, допустим, есть блогер Таздишей. Это те люди, я знаю, если вы посмотрите их контент, скажете, как вы с ними работаете, моя аудитория ему нравится. Стоп, моей аудитории он нравится. Окей, моя аудитория нравится, поэтому мы у них берем. И их много. И вот такие люди, этот вопрос, почему я открыл, то есть этот момент... Вы будете 200 тысяч людей?
Нет, конечно. Как? Что? Подписчиков вообще есть она. Вы проверяете, в основном нет, почти ни у одной из них страниц нету живых подписчиков. Я скину наверное, ссылки, где мы проверяем. В моем ресурсе, правда, на немецком написано все. Потому что это тот, которым я верю больше всего, мой друг переводит. Он показывает, сколько накруток есть, и почти у всех этих инфлюенсеров огромное количество накрутки. Но мы смотрим, кто где сколько стоит и так далее. Почему мы этот вопрос открыли? Потому что спросили, а что с YouTube? YouTube становится из-за этого актуальным. Огромное количество денег уходит именно сейчас на YouTube и Instagram. Поэтому туда нужно сейчас уже переходить, чтобы там быть уже своим, когда через год он станет таким же активным, как Instagram, допустим. Туда уже нужно переходить и брать рекламу. И что делать с публикациями в YouTube, кстати? Да, я зашел на пару страниц вчера, СМИ, которые ведут YouTube, и там были ролики по 20-25 минут. Вы знаете, какой у нас интернет? Отличный. Да. Вы знаете, какой у нас интернет шикарный, да? И вы знаете, какой он дешевый. Правильно? Очень. Поэтому мы должны тут уже понимать, что ролики в YouTube это 2-3 минуты максимум. 4. Мне кажется, вот минута это идеально. Я не знаю, почему я этот слайд удалил, там есть даже это. Смотрите, как есть ранжирование в Фейсбуке, в Инстаграме, так же оно есть в YouTube. Как часто ваш ролик досматривают до конца, так чаще вы будете тоже в глазах YouTube интересным контентом, контентодателем, как не знаю назвать, да? Да, производителем, окей. Вот тут и есть вопрос того, что нужно сделать очень активным и такие ролики, чтобы люди активно смотрели до конца. Поэтому они должны быть 20 минут. Я не знаю, кто смотрит ролики 20 минут. Я сериалы не смотрю по 20 минут. Да, поэтому 2-3-4 минуты. Я зашел на Озоди, у них это есть действительно 2 минуты, 1 минута, где-то 3 минуты. Это шикарно. Это шикарно, поэтому они выходят в топ. Также там есть, конечно, ключевые слова, но это уже нужно показать, что вы выходили в топ, когда вас ищут. По крайней мере, я посмотрел только одно, только Радио Зуди. У них это ведется довольно-таки хорошо. Короткие ролики, очень интересно. Я смотрел Сипар, называется, как называется? Да, есть такое, где вот человек в форме стоит, один толстенький. Сипар. Да. И вот там по 30 минут ролики. Возможно, их аудитория смотрит, но это происшествия разные в городе, в стране, которые происходят. Okay. Но вот, да, суть в том, что в зависимости от контента мы должны, конечно, выбирать. Он может сделать чуть подлиннее, потому что интересно, кто кого там пырнул ножом, у кого что украли. Но здесь ролики покороче 2-3 минуты. Они телевизионные вставляют, поэтому... Телевизионные, я зашел специально на телевизионные, которые есть на Западе. Под YouTube они делают короче. Я вижу в день 20 заливок чиз контента. Они просто один ролик, вот этот телевизионный, берут, делят на важные тезисы и заливают. 15-20, может быть, в день, неважно. Но зато человек понимает по названию, что ему посмотреть, а не смотреть 20 минут, чтобы искать себя. Да? Окей. И, да, возвращаемся к YouTube. Вайнеры, как сказали, модели, рэперы, они действительно сейчас рулят. К счастью, они сами этого еще сильно не знают. Это по секрету всему свету. Они сами этого пока что полностью до конца не осознают, но очень важный момент в работе распространения контента, вайнеры, модели и прочее. Очень важный момент. И с ними нужно работать. На Западе это, кстати, на Западе уже это идет вниз. Опять-таки, можете зайти, здесь этой ссылки нет, это в Social Media Today. На Западе инфлюенсеры уже идут вниз, а у нас он только появляется. Он пойдет вверх немного, потом спустится. Пока что этого нет. Теперь еще мы на 7-8 вопросов ответили. Если есть еще вопросы по этой теме. Количество публикаций мы сказали. Результат какого исследования мы сказали. Дали ссылки. Если 10 тысяч подписчиков, да, а вы знаете, что они не все активны. Нет, мы знаем, какие активы мы выбираем, те, у которых процент активных больше. Допустим, у них 200 тысяч, возможно, 100 тысяч живых. Но это тоже нормально. 100 тысяч. Это у меня свой по лайкам тоже можно. Это самый примитивный ход. Посмотреть, если 200 подписчиков и 2000 лайков, это никуда, да, конечно. Но есть сервисы, которые вам точно покажут. Кстати, я его скину.
количество просмотров, по ним проверять вы имеете в виду? По ним тоже можно проверить. Есть страницы, у которых 40 тысяч подписчиков и 10 тысяч просмотров. У нас также есть страницы, у которых 200 тысяч подписчиков и 7 тысяч просмотров. Какой классный. У меня через сервисы. У меня есть друг, который, есть один немецкий сервис, я его скину, он его проверяет, я немецкий не знаю. Он его проверяет, я ему скидываю страницу, он проверяет, мне отправляет. Потому что, по крайней мере, для меня на данный момент только его показали правильным. Как его мне показали правильным, я накрутил одну страницу другу, опять-таки для чист, там не было вообще людей, накрутили и посмотрели, как это, насколько точно это укажет сервис. И он по проценту точности, потому что вот здесь вот столько-то накрутки. Вы же не знали, что Да? Это у друга. В моей странице 200 подписчиков. Это не может быть, чтобы она была с накруткой. 200? Да, это не может быть накрутка. Окей. Вот с этими сервисами мы А работаем. если вот где-то 60% из подписчиков, это все работает? Мы смотрим, допустим, у меня есть, допустим, страница, я хочу продвинуть спортивный товар какой-нибудь, да, и я, допустим, подписываюсь на какого-то лучшего спортсмена страны, лучшего спортсмена и большого инфлюенсера, и у него 80% людей это накрутка, да, 80% накрутка, но вот эти 20% мне важнее иногда, чем, допустим, Вайнер, у которого не моя целевая аудитория, у которого вообще нет моей аудитории. Поэтому мне эти 20% тоже пойдут. Но это опять-таки вы проверяете, насколько ценны ему ваши подписчики. Если вы ставите цену за каждые 1000 показов, за каждые 1000 подписчиков, у меня когда-то это было, я платил за одного подписчика, живого подписчика, 0.06 дирхам. Я высчитывал, умножал, сколько должна стоить реклама. Но цены увеличиваются сейчас. Косвенный контакт. В основном вот эти боты тоже приносят пользу. Вот, например, некоторые люди, которые, вот, например, в Инстаграме, вот они смотрят, что у тебя вот столько много подписчиков, и они тоже подписываются. Нет, вы, один момент, я вначале сказал, вы когда делаете накрутку, в Инстаграме есть отдельная полочка, называется теневая страница в Инстаграме. Вы автоматически для всех потенциальных людей, которые могли на вас подписаться, ваш контент им не показывают. Потому что вы не играете не по правилам. Ваш контент не показывает. Инстаграм пресекает, он закрывает все эти сервисы по накрутке, то естественно, что люди выкручиваются, находят что-то новое, но он это пресекает. Поэтому он не может пресекать только тех, которые создали сервис. И здесь тоже, допустим, если кто-то продал что-то нелегально на улице, накажут не только того, кто продавал, а тот, кто и покупал тоже. Поэтому все попадают в теневую страницу в Инстаграме. Поэтому без накрутки лучше. Лучше вот да, что-нибудь интересное. Лучше, да, лучше контент интересный. Лучше контент интересный, интерактивный. Да, коллеги, еще вопросы. Давайте 17 минут до 2 часов осталось, может 15 минут на вопросы потратим. Как набрать Инстаграм 10 тысяч на одном месте? Я потратил огромную сумму денег, если честно, потому что у меня была не такая уже интересная страница. Это была страница букмекерской компании, сразу скажем. Окей, это была страница букмекерской компании, и ты не возьмешь ту аудиторию, которая у меня есть, рекламой. Вы можете зайти в кассы и посмотреть, какие там сидят люди, какая там аудитория. Вы их не возьмете рекламой в Инстаграме. Легко, это очень сложно. Поэтому мне легче было заплатить такому, допустим, как Усмону, у которых, видите, какое совпадение аудитории с моей, с букмекерской, ну, с бывшей, сейчас уже нет, как-то Адишею и прочее, и они подписывались. Они же в Москве, да? И они все здесь. Таджикистане. В основном это ваша накрутка, смысл был в репостах, да, вот Усмон делал репосты у себя в странице, потом Да, он делает репосты, потом что знаешь... Сарафанное радио, да? Да, это сарафанное радио. Но это легко делать вот в этом случае, потому что мою аудиторию, которая у меня бывшая была, ее легко найти. Она просто вся аудитория Усмона и прочих таких вайнеров. Ее легко найти. Вот вам немного посложнее. Вы, например, через Усмона себе подписчиков не возьмете. Ну, возьмите, но мало, конечно. Как можно, кроме вот, в основном надо платная реклама и репосты? Платная реклама. Самое главное, это платная реклама. Платная реклама и оптимизация всех постов просто. Вот, проверять, чтобы там были, вот как мы вначале говорили, правила лонгрида, чтобы там были правила эмодзи, чтобы там были правила... Писанина тоже важно. Да, писанина очень важно.
Не, А что это? Это же понятно, что... Да. Текст. Ну да, конечно, конечно. В итоге конечный продукт это описание, как вы назвали. Конечный продукт. И если 200 тысяч аудитория, как понять это? Моя целевая или не моя? Вот вы уже смотрите, вы, допустим, какой контент преподносит тот же Усмон, да, я его слишком много сегодня называю. Какой контент он преподносит? Вы его ролики видели? Нет, да? Вот видите, у него аудитория. У него такие ролики. Да. Прикол, допустим. Не, я бы не сказал для типичного таджика, это очень... Не, я бы не сказал, что для типичного таджика, наоборот, для типичного таджика нужен очень полезный контент. Да. Это не от нации зависит, там у него аудитория есть и в других странах такие же. Это просто определенный слой людей. Таджикон шоу, вот кошмар, он должен мне заплатить сейчас. Да. Пока он намного лучше, чем этот чай. Более как его? Это Это в Инстаграме. Инстаграм можно раскрутить через другие соцсети, например, Facebook? Да, вы можете сделать платную рекламу в Фейсбуке, вы ставите ссылку на свою страницу в Инстаграме. Коллеги, я думаю, мы этот момент закончили. У нас здесь разговор получается. Я думаю, что там всем не очень интересно получается, кто нас смотрит по ту сторону экрана. Я думаю, там мы можем закрыть уже вопрос с коллегами из регионов, из других мест. Да. Большое спасибо всем, кто подключились, посмотрели. Если есть вопросы, кому нужна презентация, кому нужны ссылки, могут обратиться к Рустаму. Я у Рустама все оставлю, как презентацию, так и ссылки. Вы можете их взять, но в принципе они здесь есть. Вы спокойно можете даже зайти, посмотреть, они на общем доступе. Все, мы закрываем, да, по-моему, время? Да, по сути, на вопросы ответили. Огромное спасибо людям, которые были активными в комментариях, задавали вопросы. Это очень важно. Ну и потом мы объявим насчет того, что вторая часть. Да, и мы вторую часть давайте запустим. Мы поговорим об этом. Запуск платной рекламы. Потому что сегодня наши слова в основном шли к тому, что отойти от спама и заниматься рекламой, грамотной рекламой. Поэтому давайте мы как-нибудь поставим дату, напишем и уже в следующий раз поговорим о рекламе.